Здравствуйте, меня зовут Николай, я из Калифорнии, родом из Якутии, и я хочу рассказать историю про якутских шаманов, откуда это взялось и как это вообще происходило. Короче говоря, э, пик могущества шаманов пришелся на ледниковый период. Представляете, какая штука была? Э, Люди жили, было очень хорошо, еды было много, было тепло, и вдруг климат начал меняться, и пришел ледниковый период. Это, как вы понимаете, если бы это сейчас случилось, даже при нынешних технологиях, это была бы катастрофа. То есть всемирное похолодание, когда температура падает 10, 20, 30, 40. Думаете, стоп? Нет, 50, 60, 70. И это на очень надолго. То есть думаете, что там, как в том сериале «Пару сот лет» простоит? Нет, 100 тысяч лет. Это шло 100 тысяч лет. А мы же гладкокожие, как называется, и у нас нет шерсти. И когда люди встретили вот эту катастрофу, у них возникла такая ситуация, что у них не было ни технологии, ни достаточного количества ума, чтобы придумать эти технологии. И вообще они оказались вообще полностью не готовы. И единственное, что могло защитить их, это умение и просто удача, если им просто тупо повезет. И смотрите, при ледниковом периоде, даже при ледниковом периоде, там все равно наступало лето. Где-то это, наверное, был месяц или максимум два. Потом 10 месяцев зимы, минус 70, на улицу не выйдешь. То есть там охота вышла на первое место, потому что лето настолько короткое, что о деревьях даже речи не шло. Там вырастала трава, наверное, и вот эти мамонты, буйволы, носороги, они питались этим, и там олени. Потому что они могут зимой, даже сейчас в Якутии они достают еду и из-под снега могут доставать зимой. Так вот, короче, люди поступили каким образом? Скажем, группа из 100 охотников, то есть племя из 100 людей, 20 охотников, из 21 есть такая особенность, даже сейчас у охотников есть, кому-то всегда везет. В жизни точно так. И даже не в охоте, в другом тоже бывает. То есть, если человеку везет, это для охотника главное. То есть, это фортуна, это всегда. Так вот, люди, вот как только началась вот этот ледниковый период, начали натачивать свое шестое чувство, вот это чувство, чувство удачи, чувство интуиции, понимаете? И они как доберманы, как ротвейлеры, как немецкие овчарки, они из поколения в поколение натачивали вот это чувство. То есть от этого же зависит, когда у тебя жизнь или смерть зависит от удачно проведенной охоты, то чтобы наточить вот это чувство, если бы вот сейчас люди этим занимались, те, которым везет, они натачивали бы свое вот этот чутье, то из поколения в поколение, то, конечно, это бы очень сильно развивалось. Вот, например, есть милиция, которая... вот человек не работал в милиции, в людях не разбирался. Поработал в милиции там сколько-то лет, сколько надо, и потом он может с точностью сказать, человек сидел в тюрьме или не сидел в тюрьме. То есть он просто его угадывает. Это нутро, понимаете? Это чувство, которое развивается. Так вот, люди, они постоянно увеличивали это чувство в течение тысячи поколений, понимаете? Ледниковый период шел 100 тысяч лет. И люди вот постоянно натаскивались до тех пор. Вот знаете, как это происходит? Нужно почувствовать где-то там, далеко, что там, мамонты там, надо это заранее почувствовать. Не просто почувствовать, где и как, нужно почувствовать когда выйти, чтобы все пошло удачно, понимаете? И это чувство, оно действительно натачивается. И если это проходит тысячи поколений, то это прямо в ДНК человека входит, понимаете? Это как бы, это становится его сутью. И, как сказать проще, они
э, просто нуждались в этом. Потом, это у всех людей было так. Потом, 10 тысяч лет тому назад ледниковый период кончился. И потребность людей в интуиции, вот этим шаманизме, он просто исчез. А некоторые люди даже сказали, что это несправедливо. То есть нам же сейчас не угрожает ничего страшного, ужасного, да, и просто нечестно, когда человек заранее знает все ответы. И поэтому во многих странах просто, ну, они же назвали их по-разному. Шаманы, колдуны, маги, ведьмы там, или кто-то еще. И их просто преследовали. Многие просто забыли, потому что, ну, 10 тысяч лет это же долгий срок, там 100 поколений. Люди просто забыли, но все равно у многих этот дар все равно передается. Просто люди начали этим не пользоваться, те, которые одаренные были. Они просто не говорили об этом. Зачем привлекать к себе внимание, и тем более, если за это убить могут, там, ну, само племя начало преследовать, запретили это все. Только у королей там остались там, ну там, придворный маг, что-то в этом роде. Ну а потом и это закрылось. С приходом ортодоксальных религий, христианства, ислама, там, иудаизма, это было вообще запрещено. То есть на костре это могло все закончиться. Так вот, и значит люди забыли, кроме одного места в мире, где ледниковый период так-то и не кончился никогда. В Якутии минус 50 зимой, это нормально. Лето короткое, может чуть длиннее, чем в ледниковом периоде. Там 3 месяца лето, остальное зима. Вот. И поэтому вот у якутов вообще вот шаманы, которые живут в Якутии, не только якуты, но и венки, эвены, у них, у всех, ну в основном у якутов, те, которые вот, хотя я ну, не могу разделять точно вот якутские шаманы, венские, они же все вместе же, это же, это суть как бы, народ нуждается в этом до сих пор, понимаете, и вот это шестое чувство у них, этот дар, он просто никуда не делся, он вот 100 тысяч поколений, 100 тысяч лет, тысячи поколений это передавалось и натачивалось, и до сих пор это так. И тут ничего удивительного нет, это просто в генах, в ДНК, в хромосомах. Это суть, это сам дух, и это продолжается и будет продолжаться, пока климат опять не поменяется, наверное. Я не знаю, но для нас это обычно, а для других людей это кажется что-то каким-то запредельным. Ну, я думаю, что если этим серьезно интересуетесь, просто вы можете съездить в Якутию, я думаю, что вам там понравится. Это просто будет интересно. Ну, вот и все, что я хотел сказать.